Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Что ждет вас на будущей неделе? Что вам по судьбе? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, что меня ждет на будущей неделе? Что мне по судьбе? Также, мои хорошие, кто делает со мной обряд, у нас с вами 4-я неделя. В конце видео я расскажу, что делать дальше. Я думаю, все уже настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы голубыми руками закроют нам то, что сейчас скрыто. О чем нажимаю? Угу. Так, а неделька-то активная будет. Ой, тут и работа, и дом, и какие-то обязанности. И везде вы будете на расхват. Скучать не придется. И, возможно, даже с отдыхом у вас будут проблемы. Мои хорошие, будете выкладываться на все 1001%. Здесь по-другому и не получится. Если вы человек, привыкший к спокойной, размеренной жизни, эта неделька вас удивит. Удивит и даже в каком-то моменте, возможно, шокирует. Но не спешите расстраиваться. Понимаете, все, что будет на этой неделе сделано, выполнено, исполнено, получено, все идет вам во благо. Как ни крути, все обернется вам добром. Я вижу, что придется вам решать не только свои проблемы, но и проблемы, возможно, своих близких, своих родственников, тех, кто с вами рядом. Участвовать в каких-то важных делах, собраниях, мероприятиях. Это все вам придется делать. Отказаться можно, но не нужно. У вас выпадают дороги, и все они важные. Дороги, которые не стоит пропускать, не стоит от них закрываться и не стоит отсиживаться. В этих дорогах вы будете решать не только какие-то серьезные важные вопросы, проблемы, но еще будете обретать. Обретать либо новые знакомства, важные знакомства, либо очень, скажем так, полезные для вас знания. Вот, опыт будете новый обретать. Поэтому придется и поездить, и походить, и, конечно же, пообщаться с людьми, с разными людьми. Хочу сразу предупредить, будут люди и хорошие, и добрые, и будут нервные, напряженные. Ну, это жизнь, и вам придется проявлять себя дипломатом высшей степени. Это очень важно. Очень важно не выходить за рамки приличий, но и с другой стороны заднего тоже пасти не стоит. Если вы видите, что человек к вам как-то пренебрежительно относится, постарайтесь о себе достаточно уверенно заявить. То есть, если вы видите, человек говорит: ладно, там не получится сегодня, там уходите, приходите там завтра, послезавтра, вы должны сказать: если я пришла, значит мне надо, либо я пришел. Если ваши должностные обязанности выполнять ту или иную работу, пожалуйста, будьте добры, выполняйте. Если вы отказываетесь, тогда давайте мне либо жалобную книгу, либо как мне пройти к вашему менеджеру, да, к вашему начальнику. Спокойно, но и уверенно, да, нужно так вот говорить. Я вижу, что вы многого добьетесь, даже больше, да, сверхзадач какие-то выполните, будете довольны собой, будете собой просто горды даже, это нормально, это правильно. Плюс ко всему прочему, очень многим вы поможете. Да, действительно, какие-то прям, я не побоюсь этого слова, глобальные вопросы либо для себя, либо для кого-то вы сможете решить. Лед тронется, и это будет благодаря вам, вашей настойчивости, вашей усидчивости и вашей активности. Так, мои хорошие,
Начало недели у вас идет с какой-то новости, либо какое-то сообщение, либо, знаете, как тревожный звоночек даже может быть. Кто-то вот прям позвонит, видите, с шашкой наголо, что-то вам тут сообщит, какую-то правду, какие-то прям такие, знаете, подробности всплывут, и вы вот как напряжетесь с понедельника, так вот до выходных и дойдете в этом напряжении. Вот. Это не страшно, это нормально. Просто если обычно, да, вот человек там раскачивается, там хотя бы в понедельник, там до вторника более-менее уже в форму входит, то у вас все начнется гораздо раньше. То есть уже в понедельник с утра вы в доспехах, да, и на коня поскакали. Такая идет ситуация. Дальше. Очень много будет на работе каких-то ситуаций и обстоятельств происходить. Это будет связано как непосредственно с вами, так с вашими коллегами, с вашим руководством. Если работаете сами на себя, здесь могут как клиенты, например, пойти, нахлынуть на вас, так могут быть какие-то вопросы, связанные там с поставками, с заказчиками, с поставщиками. Да? То есть будете решать и решать очень активно. Опять же таки, если у вас есть доверенные лица, помощники, старайтесь делегировать, чтобы за несколько дней недели, да, первых дней недели себя не истощить. Вот, все получится, вы совсем справитесь, не переживайте. Если вы, например, домохозяйка, но ваш супруг, например, занимается там активной деятельностью, бизнесом, придется и вам помогать, придется координировать, подсказывать, направлять, даже какие-то обязанности на себя брать. Дальше, мои хорошие, у кого со здоровьем сейчас не ладится, либо у вас назначены какие-то обследования, какие-то тесты будете сдавать, проходить, но, к сожалению, вот как-то не по графику, что ли, будет происходить, либо вам по несколько раз придется ходить. Может, по халатности людей, либо, знаете, такому безлаберному отношению, ну, там, работников, да, сотрудников там, госпиталя, либо поликлиники, придется как несколько раз что-то делать. Нервничать, конечно, будете, но кому приятно. Но надо и не сдавайтесь, делайте так, как, например, это положено, до конца идите. То есть уходить не стоит. Там говорить, не получилось, ладно, в следующий раз как-нибудь, да, в следующую неделю, в следующем месяце. Так поступать не стоит. Дальше, у кого есть дети, школьники. Не исключено, что в школе может быть какая-то заварушка, да, придется ходить, выяснять, там, выслушивать и прочее. Возможно, какие-то даже новости придут. Но вот они вас не порадуют, да, может быть, там нужно будет на что-то там сдавать деньги, либо что-то нужно будет делать, в чем-то участвовать. У вас и так времени не хватает, тут еще и это наложится. Но ничего, вы совсем справитесь, расстраиваться, переживать не стоит. Так, важный еще момент, связанный с парой, браком. Партнер может чудить, сразу хочу предупредить, чудить может по-разному, начиная от каких-то мелких пакостей, заканчивая ситуациями абсурдными. Это жизнь, и это нормально, все в жизни бывает. Я думаю, это не первая ситуация в вашей жизни. Отнеситесь с пониманием, не ругайте сильно вашего партнера. Неважно, кто меня смотрит, мужчина или женщина, не ругайте, помогайте, решайте, но и воспитательный процесс тоже никто не отменял. Но без фанатизма, понимаете, без фанатизма, не перегибайте палку, высказать свое мнение надо, сказать, как правильно, надо, ну и, как говорится, будет с него, либо с нее. Человек поймет, человек, кстати, будет чувствовать себя крайне неловко. Неловко за то, что начудил, да, либо начудила. Вот. Кстати, начудить может человек с деньгами, либо с какой-то покупкой начудить. Да, там втридорого купить, либо что-то неисправное купить, либо деньги там потерять, либо недополучить, либо что-то где-то забыть. Вот прям строго-настрого всегда приказывайте, чтобы человек, если не знает, что делает, либо сомневается в своем поступке, чтобы с вами обязательно проконсультировался. То есть задача купить какой-то продукт, либо какой-то товар. Огромный выбор. Ваш партнер растерялся. И тут, знаете, какие-нибудь там ушлые продавцы начинают втирать. Там, вот, возьмите это самое лучшее, 5-10. Вот. Не надо слушать таких людей. Просто один звоночек вам,
консультация, вот есть такой-то выбор, что мне делать, вы говорите, что делать, человек это делает, все замечательно. Ни у кого никаких проблем нету. Но вдруг, если такая ситуация произойдет, а она может произойти, реагируйте крайне спокойно. Крайне спокойно, но все равно потом объясните, по крайней мере, да, как надо было поступить, как правильно, как неправильно. И то же самое связано с пожилыми людьми и с детьми. Вот. Вам еще придется побыть воспитателем на этой неделе. Так, на работе, кто работает, придется кого-то тоже воспитывать, учить, больше похоже на учить, кому-то помогать, может быть, совместно с кем-то работать, делиться своими знаниями, делиться своим опытом, даже если вы поступили на новую должность, на новую работу. Вот столкнетесь вы с таким моментом, что вы будете именно на этой неделе чувствовать себя, ну так, повыше, чем другие, и поважнее. Да, это нормально, потому что вы действительно человек и опытный, и знающий, и очень талантливый. И как раз в эту неделю вы можете проявить все свои сильные качества. Так, парочка у меня тут, которая недавно поссорилась, либо какое-то напряжение между людьми, однозначно напряжение. Если мужчина пьющий, сразу говорю про мужчину, потому что здесь именно мужчина-женщина, здесь предсказание для женщины. Если мужчина пьющий, старайтесь его от этого удержать, потому что здесь, может как-то, знаете, не в запой, конечно, но как несколько дней, на несколько дней, вернее, да, выпасть человек может. Понятно, там один день погулял, второй день на восстановление, как бы 2 дня выпадет. Но там причина, скорее всего, то, что вы там либо поссорились, либо какое-то недопонимание между вами произошло. Если такая ситуация в вашей жизни присутствует, старайтесь, как-то предупредить этот момент, да? Понимаете, что куда-то собирается, там строго-настрого предупредите, либо возьмите обещание, чтобы человек этим не занимался. Потому что у кого это актуально, чтобы у вас жизнь еще больше не усложнилась, лучше этот момент избежать. Так, есть поездка, которая отменяется. Скорее всего, транспортное средство, каким вы будете пользоваться, даже если это общественный транспорт, возможно, какая-то поломка, что ли, произойдет. То есть тут колесики вверх вышли. Колесики вверх — это значит, что-то ломается, что-то не так идет. Если вы автолюбитель, вы водите машину, конечно же, нужно присматриваться к своей машине, прислушиваться. Кто водит машину, тот понимает. Я сама лично не умею водить машину, но, например, видя, как делает мой супруг, другие люди, да, человек всегда слышит, что там правильно, неправильно работает. Если понимаете, что что-то идет не так, везите в ремонт, везите в сервис. Это очень важно. Пристегивайтесь и соблюдайте все правила движения. Так, дальше идем. У вас тут голубь мира вырисовался, но, правда, в левой стороне. Значит, скорее всего, от человека, который вам не симпатичен, либо человек, которому вы не испытываете каких-то прям дружеских чувств, а скорее какое-то напряжение у вас с этим человеком, вы получите предложение. Предложение, которое вас, скажем так, не порадует, а больше как напряжение пойдет. Да? Почему этот человек ко мне обращается, что от меня хочет, а вообще что этому человеку надо. Но человек вам будет обращаться именно с миром. Голубь летит. То есть не желая с вами ругаться, не желая, например, каких-то неприятностей, наоборот. Может быть, это шаг доброй воли, да, жест доброй воли человек будет делать в вашу сторону. Не напрягайтесь очень сильно. Если вы чувствуете, что вы не готовы, вы не хотите не сближаться, не общаться с этим человеком, тактично откажите. Если понимаете, что, в принципе, а почему бы и нет, это прекрасная возможность на то, чтобы как-то конструктивно поговорить и, возможно, даже о чем-то договориться. Дальше, мои хорошие. Тут еще какой-то шок может быть. Шок от каких-то разговоров. Либо о вас разговор вы подслушаете, либо какие-то вам сплетни передадут, либо о ком-то. О ком-то, в ком вы, например, точно уверены, кого вы очень хорошо знаете, да, какую-то, может быть, нехорошую
новость услышите, и вас это очень сильно может задеть. Но понятно, когда речь идет о вас, это неприятно, ну, тем более, еще более неприятнее, если человек, которого вы очень хорошо знаете, то есть как-то даже вот чувство справедливости, оно прям взыграет. Понимаете одну вещь. Люди, они разные. Есть люди прогнившие, есть там недогнившие, а есть просто глупые. И многие живут просто ужасно ущербной жизнью. Понятно, что не хочется говорить о себе, о том, что ты там живешь, извините, в каких-нибудь трущобах и прочее, прочее, и ничего не делаешь для того, чтобы ситуацию поправить. А хочется обсуждать кого-то, да, вот хочется вот весь свой негатив на кого-то, недовольство жизни, да, на кого-то вылить. Люди поговорят и забудут. Сегодня они говорят о вас, завтра они будут говорить еще о ком-то, ну и так дальше. Кому-то что-то доказывать, но это пустое. Вы только лишь потеряете уйму времени, вы расстроитесь, вы эмоционально потеряете. Потеря эмоций ведет к потере энергетики, а вам силы очень и очень нужны на этой неделе. Поэтому просто блокируйте, игнорируйте, не слышите, не видите, отворачивайтесь от такого рода разговоров либо слухов. Поправить тут, ну а смысл его поправлять? Если вы будете тормошить эту тему, если вы будете там пытаться там что-то кому-то доказать, люди наоборот, знаете, вот как недалекие люди подумают: оправдываешься, да, либо что, за живое тебя задели, и еще больше, да, с большим усилием начнут эту грязь лить. К сожалению, такие ситуации случаются, никто от них не застрахован, поэтому просто, игнорьте и все. Глупые люди. Ну, что тут можно сделать? Ничего. Так, идем дальше. Мне очень нравится, что у вас будут какие-то подношения, что ли. Не знаю, как это правильно объяснить. Очень человек такой хороший. Вот зная о вашей ситуации, либо видя вашу ситуацию, там, что вы очень заняты, что у вас и то навалилось, будет оказывать вам какую-то помощь. Либо попытается вам предложить какую-то свою помощь. Не отказывайтесь. Вам эта помощь очень нужна. Будь то ваш партнер, будь то ваш там сосед, друг, знакомый, либо малознакомый человек. То есть вам будут предлагать помощь. Причем помощь более, скажем так, более обширную, чем то, в чем вы нуждаетесь. То есть, возможно, там человек вам поможет что-то там отнести, поднести, что-то для вас сделает. Вы разговоритесь с этим человеком, там скажете, что вот у меня там та-та-та проблема есть. А этот человек скажет: ой, а я знаю, как это решить. Либо у меня есть знакомство, у меня есть опыт, у меня есть связи. И вот знаете, как можно завязаться с этим человеком и действительно получить очень много от случайного там знакомого, либо от человека, которого вы знаете, но не знали, что человек обладает такими способностями, либо такими возможностями, связями. Вот. Не стесняйтесь, не бойтесь, это нормально, мир на этом и построен. Сильные помогают слабым, да, есть возможность, вы кому-нибудь позже поможете. Сейчас вы нуждаетесь, вам помогают. Это все нормально, это все естественно. Мир полон добра на самом деле. Вот людей добрых и гораздо больше, чем плохих, но так уж устроен мир, да, что плохих их всегда видно, и кажется, что их огромное количество. Так, дальше идем, мои хорошие. По поводу еще работы хочу сказать. Кому-то будет предложение, но тут больше похоже на какое-то то ли собеседование, то ли, знаете, кто-то вот из знакомых вам скажет, там, идем ко мне работать, у нас там место открылось, там вакансия открылась. Очень как-то это выглядит красиво, как-то вот прям многообещающе, но там есть какой-то подвох. Прежде чем соглашаться, либо если вы будете на собеседовании и вас все будет абсолютно устраивать, то, что вам предлагает работодатель, поищите, поковыряйте, не забывайте, что у вас есть полное право задавать вопросы и получать ответы, потому что там кроется какой-то подвох. То есть есть обратная сторона у этой медали.
чтобы потом не разочароваться, чтобы, знаете, как там, не поспешить подписать контракт, либо там написать заявление на увольнение. Разбирайтесь. Разбирайте все по полочкам, чтобы вы четко понимали, куда вы идете, куда вы поступаете, что вас там ждет, какая там будет работа и прочее, прочее, прочее. Если ваши детки думают о поступлении в вузы, либо какая-то вот смена по учебе, какие-то курсы, дополнительное образование, знания, то же самое. Прежде чем платить, например, деньги, либо подавать куда-то документы, вы должны четко, вот прям себе там, хотите на бумажечку выписывать все плюсы и все минусы. Если какой-то информации не хватает, постарайтесь ее найти, чтобы в будущем не разочароваться и не пожалеть о своем поступке. Либо, ну как, детей своих, да, например, уберечь от каких-то необдуманных, да, неправильных шагов. Дальше, мои хорошие. Кто у меня в романтических отношениях, вот именно романтика между вами, то есть вы недавно встретились, недавно познакомились, либо недавно там сошлись, съехались. У мужчины будут какие-то идеи по поводу вашего совместного будущего, которые вам, может быть, не совсем понравятся, да, то есть как-то не сойдетесь вы во мнении. Не спешите фыркать, не спешите высказывать, да, что нет, я так не хочу, мне это не нравится. Ну, допустим, мужчина говорит, а я мечтаю о семье, где там есть 7 детей, да, и жена там сидит дома, ничего не делает. А вы, например, хотите карьеру построить. А вы вот не спешите говорить, да ты что, с ума сошел, я хочу работать. Найдите способ спокойно, вот логически, да, вот порассуждать. Хорошо, 7 детей. А ты сможешь обеспечить, ты сможешь заработать, сможешь там жилье обеспечить и прочее, прочее. То есть здесь очень важно, чтобы вы не поругались и чтобы вы друг о друге мнение не испортили. Понимаете, особенно вот женщина. Женщина может сказать, боже, что за кретин, как я могла с тобой там встречаться, общаться. На самом деле ваш мужчина, он будет специально как-то нагнетать вот такими какими-то глупыми высказываниями, либо глупыми предложениями, он будет пытаться проверить вашу реакцию. Вот как вы среагируете, вот насколько вы там дерзкая, либо насколько вы рассудительная. Поэтому, ну да, такие проверки, они как бы не должны быть, да, между людьми, это неправильно, но вот такая блажь ему ударит в голову. Поэтому, мои хорошие девочки, будьте мудрыми, будьте действительно рассудительными. И всегда помните, что это уже исторически так сложилось, что мужчина – это голова, а женщина все-таки шея. И куда шея повернет, туда голова и посмотрит. Вот, это очень важно. Дальше, те, кто у меня в интернете общаются. Готовьтесь, что на ваш аккаунт будет просто какая-то хакерская атака. Очень много мужчин начнут вам писать, и, возможно, даже не, скажем так, мужчины не совсем порядочные. Почему это происходит, я не могу вам объяснить, но то, что будет прям такая огромная выборка, очень много людей, и все вот с каким-то неприличным предложением могут попадаться. Могут даже присылать фотографии своих, как правильно сказать, да, чтобы прилично было, да, достоинств. Я забыла, как называется, по-моему, Big Dick, по-моему, называется, да, на молодежном сленге. Вот, могут присылать. Не считайте, что это оскорбление, потому что мужчины, когда это делают, они, наоборот, хотят похвастаться. Вот. Никто вас оскорблять не желает, просто вот будоражите вы фантазию мужчин, да? Будоражите. Вот вы должны это понимать. Переведите это в плоскость гордости. Знаете, что люди вами, противоположный пол, восхищается. Вы очень интересная, очень симпатичная. И в эту неделю вот ваше активное состояние, вот и щечки будут розовенькие, и глазки будут гореть, и вы вся такая будете прям наэлектризованная. И вот эта ваша энергетика будет привлекать к вам противоположный пол. У мужчин то же самое, только, понятно, очень много дел, вы такой активный, деловой, а женщины таких мужчин любят. То же самое, могут вам там и писать, и предлагать, и намекать, и флиртовать. Это нормально, это естественно. Вот такое ваше боевое состояние, когда вы для женщин уже просто как герой в золотых доспехах. Они вот смотрят и любуются, потому что люди любят, людям нравится
когда кто-то вот прям активный, сами они эту активность себе позволить не могут, ну, такое восхищение будут вам выражать. Дальше, мои хорошие, у кого-то отыграется среди родственников человек, который будет нуждаться в помощи, в подсказке, в поддержке, в каком-то вот вашем участии. Не отказывайте этому человеку. Помните, что высшие силы за вами также наблюдают. Чем больше вы будете помогать людям, которые действительно нуждаются, и неважно, да, кто эти люди вам приходятся, либо в каких вы там отношениях, там, дружеских, натянутых и прочее, прочее, помогите. Знайте, что вам потом воздастся за вашу помощь. Обязательно поможете вы, помогут и вам в нужное время, в нужный час. Так, интересный момент связан с выходными. На выходных какая-то неожиданная встреча, очень радостная, очень веселая. Здесь у кого-то мероприятие, может быть, да, вот поедете, повеселитесь, может быть, в гости пойдете, либо в гости к вам придут. То есть дружный коллектив, всем весело, всем замечательно, все расслабляются, отдыхают. А у кого-то, ну вот при поездке, да, поедете, например, в магазин, либо куда-нибудь в парк погулять, и там встретите замечательных людей, с кем очень хорошо посидите, пообщаетесь. Это могут быть родственники, это могут быть просто знакомые. Ну, как-то вот интересно проведете время. Выходные – это 100% время отдыха. И если вдруг какое-то напряжение случилось в паре между влюбленными людьми, вот выходные все решают. Решают, вы выдыхаете, вы успокаиваетесь, понимаете, что все замечательно, жизнь хороша, я молодец, я активно поработал недельку, поработала, все, что нужно, поделала, и теперь вот расслабляюсь и отдыхаю. Кстати, выходные порадуют каким-то событием. Событие какое, я не могу сказать, но вижу, что вы будете этому рады. Вы смотрите в правую сторону, над вами солнце, и вокруг вас те, кто к вам очень хорошо относится. То есть вы будете рады миру, вы будете рады тем, кто с вами рядом, и будете рады себе. То есть настроение у вас отличное. Вот-вот-вот, пусть так и будет. Так, по поводу денег. Если честно, я не вижу тут каких-то особых крупных поступлений. Я вижу, что деньги есть. Вы не голодаете, у вас есть все, что вам надо. И возможно, если вы планировали получение каких-то денежных средств, это случится немножко с каким-то опозданием. То есть не день в день, там, час в час, а с опозданием. У кого-то это будет опоздание там, в течение дня, у кого-то в течение суток. Но тем не менее, вот как-то вовремя не получается. Но вы так будете заняты, что вы даже на это не обратите внимания. Действительно, очень активная неделя идет. Так, еще по поводу, вот я не пойму, если честно, у вас то ли предложение будет, нужно будет что-то подписывать, либо на что-то давать соглашение. Вроде как вы хотите, но вроде как вы не уверены. Вот. Не спешите подписывать документы, не спешите давать разрешение, либо получать какие-то документы, либо аппликации делать, да, на получение. Вот если есть какая-то неуверенность, постарайтесь выделить немножечко времени и поискать информацию, порасспрашивать людей. Как-то, вот знаете, вам нужно четко представлять. Особенно если за этот документ, либо за это разрешение, либо за эту аппликацию нужно платить, чтобы вы зря деньги не потратили. Там какой-то спорный вопрос, и вы до конца не уверены. И нужно, не нужно, вроде как бы хочется, но что-то непонятное, что-то вот такое смутное есть. Лучше отложите. Вот именно этот вопрос, это не у всех отыграется, да, у кого-то отыграется. Отложите на следующую неделю, потому что вам действительно нужно над этим вопросом будет очень так методично поработать. Найти информацию, получить какие-то данные, у себя в голове там пазлик сложить, да, и принять решение. Стоит, не стоит, надо, не надо. Не рискуйте своими деньгами, не надо их тратить куда попало. Не надейтесь на авось, да, сделаю, что там, да, заплачу, сделаю, может пригодится. Нет, так делать не надо. Вот, все нужно делать опосредованно, точно и
своевременно. Так, еще хочу сказать про знакомство. Вам идет знакомство. Знакомство идет для женщины, и мужчина идет очень такой, ну, яркий, харизматичный, самоуверенный, самовлюбленный. Ну, такой, знаете, типичный Казанова. Вас поразит этот мужчина, насколько он там расфуфыренный, как он там выглядит, весь там напомаженный, такой денди. Вот. И поведение вас насторожит, этого человека. Уж слишком он такое понебратство проявит к вам. Как-то легко прям там на «ты», и там чуть ли не обнимашки, целовашки. Ну, в общем, будет неприятно. Вот. Такой прям навязчивый поклонник у вас появится. И прям, знаете, к вам. А вы такая... Дружочек, позвольте-ка, да? А кто вам позволил так ко мне приближаться вплотную? Вот. И мужчина может среагировать каким-то, знаете, таким поведением, что вот тоже мне там, смотрите, нашлась. Вот. А если так мужчина поступит, девчонки, это не потому, что он вас так видит, а потому, что ему будет и стыдно, и обидно, что вы ему отказали. То есть я не могу сказать, что прям обидит, но вот у вас от этого мужчины вот такое смешанное чувство будет, как неприязнь даже идет. Неприязнь, удивление, даже какой-то гнев праведный. Да, вот кто ты такой, откуда ты вылез, да, что ты так ручки свои липкие ко мне протягиваешь. Вот. Это может случиться как на работе, так и, например, по дороге там, с работы домой, либо если там выйдете по своим делам, то есть мужчина вот прям по дороге пристанет к вам такой. Мои хорошие, ну вы красавица, вы скружили ему голову, и он просто вот потерял над собой контроль. По-другому относиться тут и не стоит. Вот. Хамов, конечно, нужно пресекать, вот таких фривольных людей, ставить их на место, это нормально. Не реагируйте, не воспринимайте то, что там мужчина что-то вам может сказать, да? Либо как-то высказаться в вашу сторону. Это от обиды. Все это идет от обиды. Так, и еще хочу предупредить людей определенного уровня достатка, когда, ну, тут я так понимаю, что вы то ли купить что-то хотите, и у вас какие-то сбережения есть, либо вы думали, чтобы купить. Будьте поаккуратнее. Вот кто-то знает о вашем намерении, кто-то знает о ваших планах, и люди знают, что у вас, например, есть определенная сумма. И эта сумма не дает покоя. Здесь могут быть какие-то предложения, достаточно мутные, но очень привлекательные. Помните, что не все то золото, что блестит. Прежде чем на что-то соглашаться, либо прежде чем кому-то говорить о том, какой суммой вы обладаете, либо какие там у вас сбережения, будьте аккуратнее и трижды подумайте, стоит ли мне с этим человеком на эту тему общаться. Действительно ли я этому человеку доверяю? Ну и вообще, знаете как, держите лучше язык за зубами. Это будет самое правильное. Так, еще важный момент, он больше похож на ревность. Ревность только не могу понять, то ли мужчина приревнует, то ли ребенок приревнует. Какая-то ревность прям как детская идет. Но у мужчин тоже могут быть такие моменты детской ревности. Мои хорошие, это будет очень комичная ситуация, но не смейтесь громко, потому что ревнивец еще больше может распереживаться, да, чтобы не травмировать детскую психику, либо пубертатную, да, потому что мужчина только в таком состоянии способен на такую ревность. Постарайтесь с пониманием отнестись, там, успокоить, поговорить и объяснить. Я вижу, что времени у вас будет мало, но это надо, чтобы отношения ваши не портились, чтобы все у вас было замечательно и идеально. Так, кто у меня хотел заниматься какими-то важными делами, связанными с домом, будь то уборка, будь то какая-то перестановка, там, покраска и прочее, лучше отложите. У вас очень много дел вокруг, ну, вернее, как в вашей публичной жизни. Вот с домашней работой вы разберетесь немножечко попозже. Это будет правильно. Если вы еще и дом на себя взвалите, то это уже, знаете, как нагрузка на ваше здоровье пойдет. Кто у меня
скажем так, может там дача, огород, может быть, вы живете в деревне, да, и у вас там посевная начинается, либо вы ухаживаете за своим садом, тоже не перетрудитесь, это очень важно. Берегите себя без фанатизма и старайтесь вот прислушиваться к своему внутреннему состоянию. Вот как реагирует ваш организм на ту или иную работу. Понятно, что надо, и работу никто не отменяет, особенно если действительно вы живете тем, что вы выращиваете, но тем не менее поберегите себя. Здесь могут быть проблемки, вот связанные вот именно перенапряжение, здесь может повышаться температура, обезвоживание, слабость может быть, то ли на воздухе слишком много, то ли может там солнышко будет припекать, да, какие-то такие факторы идут. Либо человек вот прям как-то очень перестарался, перетрудился, да, вы там день попахаете, там, либо несколько часов, а потом будете 2 дня пытаться восстановиться. А поскольку ваши внешние обязанности никто не отменял, то будет немножечко неприятно. То есть все, что касается дома, домашней работы, работы с землей, там, с садом, постарайтесь ограничить, либо минимизировать. Вот это будет хорошо, вот это будет полезно. Также смотрите за своими близкими, чтобы они без фанатизма выполняли такие обязанности, такие работы. Если есть возможность, лучше отложите на следующую неделю. Так, мои хорошие, берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. Теперь я хочу рассказать по поводу обряда. Так, мои хорошие, что мы будем делать? В понедельник утром просыпаетесь, достаете все свои 7 монеток и аккуратненько складываете в свой кошелек. Положите их отдельно, так, чтобы они не смешались с вашими основными денежками, которые находятся в вашем кошельке. Очень важное условие, чтобы в вашем кошельке деньги были, и чтобы вы в течение дня все свои деньги из кошелька не потратили. Если есть возможность не совершать покупки, вот это было бы хорошо. Вот. Но если будете совершать, старайтесь, чтобы у вас обязательно оставалась дача и чтобы ваш кошелек пустым не был. Значит, денежки с собой целый день носите и вечером старайтесь успеть до заката солнца. Как узнать, когда закат солнца? Вы можете загуглить, вбить свой город, да, свой там район и узнать, когда у вас наступает закат солнца. Вы денежки свои из кошелька вынимаете и 7 раз вы пересчитываете деньги, которые ваши в кошельке были. Вот все с кошелька выняли, 1 раз пересчитали, 2 положили обратно, еще раз выняли, положили обратно. Когда вы будете денежки ложить обратно, нужно сказать следующие слова: 7 на 7 по 7. Я эти слова еще внизу под видео напишу. 7 раз пересчитывайте деньги без учета тех монет, которые заговоренные. Просто ваши деньги в кошельке. И каждый раз, когда вы пересчитываете назад, их ложите, говорите эти слова. Ну и на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.